Министр энергетики и ЖКХ Умар Султыгов проинформировал членов межведомственной рабочей группы, что изношенное состояние электросетевого комплекса становится причиной потерь в сетях. А это, в свою очередь, отрицательно влияет и на процесс обеспечения сборов за потребленную электроэнергию. В рамках программы снижения потерь электроэнергии планируется строительство и реконструкция сетей в Молгобекском, Назрановском районах. Благодаря достигнутой договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова с представителем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером подписана программа развития газоснабжения и газификации Республики Ингушетия на 2021-2025 годы, которая предусматривает мероприятия по строительству объектов газификации. Глава Ингушетии потребовал обратить особое внимание на работу по инвентаризации и консолидации бесхозных объектов электросетевого комплекса Республики Ингушетия. Мне предметно говорите. У нас ситуация какая? Да, нам нужны деньги, Мы что делаем? Сколько у нас в республике моек? Сколько не потребляет воду? Вот вы эту цифру возьмите, и вы ее не знаете. А ее выведите. Разбивка на каждый населенный пункт, на каждый районный город. Сколько они платят? Потом, если вы мне сказали бы, счетчиков 20, плата 20% в городе таком-то, здесь 40%, предметно. Сети плохие, давление плохое. Вот проложили сети, Роснефть выделила 600 миллионов. Вы говорите, сети устарели. Так есть 90-х годов сети, есть 2000-х сети. Разбивку сделайте мне. Вы должны ногами пройти каждый дом, каждую улицу. У вас по-другому не получится. У нас никто не отвечает. Вот, Назрани, пожалуйста. Дома строятся, глава говорит, они на учет не стоят. А почему не стоят? Почему в органы не обратитесь, не остановите стройки домов? Почему на Назранском районе очулкам подошли в полях строить дома? Но они строят, а потом они берут, договариваются. А газ-то там проложен, видели, что трубы там? А дома вообще не числятся. Почему не отрезает газ? Пишите бумаги. Вы хотите хорошими быть? Слушайте, но мы должны каждый день думать об одной вещи. Это не частные лавочки. Это государственное требование. Работ много, но есть жизнедеятельность нашей республики. Это свет, газ, вода. Да? Без этого, но бесплатно получать никто не имеет на это права. Надо массово заняться этим делом. Особенно юридические лица. Откуда они газ берут? Почему у них счетчиков нет? Вот в этой части, значит, надо работать ежедневно. Значит, спрос берите раз в неделю, хотите каждый день. Если домовладения не будут оформлены, земля, дом, поставки, свет, газ, вода, они будут проблемные. Вот любой вопрос возьми, не оформлен дом. Вот смотрите, программа 30 миллиардов. Я хочу, чтобы вы это осознали немножко. 30 миллиардов дает государство для развития газовой сетей, ее улучшения. 30 миллиардов до 30 года. 13 миллиардов дают до 26 года, чтобы нам сети сделать, чтобы свет не газ при дожде, еще что-то, еще что-то. Руководитель региона отметил, что для улучшения платежной дисциплины министерствам и ведомствам необходимо показать всем пример. В первую очередь начать с себя. В правительстве, если хоть один чиновник в своем доме не будет у него квитанции на оплату вот у чиновников, в районе у своих, здесь в правительстве, в администрации, давайте, вот все собирайте. И к 20 июня все должны отчитаться сами, что вы платите. А потом, я уже говорил, федеральным структурам, и Роспотребнадзор, и Росимущество, все. Мне нужна конкретика. Если вы считаете, что вы не должны быть образцом исполнения федеральных законов, то как мы можем от людей требовать? Махмуд Али Калиматов дал поручение правительству требовать от муниципалитетов еженедельного отчета о работе, проделанной в этом направлении. Зелимхан Калоев, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.